Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 110 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске цифра остается порядка 62 человек. Необходимо обратить внимание, что основное количество и основной возраст выявленных в городе Якутске – это молодое поколение от 18 до 35 лет. В связи с чем еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В Мегино-Кангаласском улусе 14 случаев. Ситуация сама по себе находится в полном объеме под контролем и введен ряд ограничительных мер в ряде населенных пунктов Мегино-Кангаласского улуса. Сейчас мы приходим к периоду, когда у нас вновь начинает открываться дорога. В связи с этим обращаю ваше внимание все-таки на достаточно всех жителей, которые будут ездить и через Мегино-Кангаласский улус, и, соответственно, самого Мегино-Кангаласского улуса, на необходимость сохранения вот этого достигнутого, более или менее санитарно-эпидемиологического спокойствия в Мегино-Кангаласском районе. В Вилюйском улусе у нас, и так же, как и в Сунтарском, зарегистрировано 7,6 случаев соответственно, 5 случаев зарегистрировано в Ангвинском районе. В Кобяйском и Усялданском зарегистрировано по 4 случая, в Намском районе 3 случая, в Хангаласском районе 2. В Алданском, Оленёкском, Чурапчинском зарегистрировано по 1 случаю. За сутки проведено 1321 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Всего у нас в республике за весь период пандемии обработано 1 102 384 теста. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент в республике достаточное количество вакцины. Уже в республику поступило в целом 196 084 дозы вакцины. Использовано у нас вакцины на 73,3%. Последняя партия 42 000 доз поступила 21 мая. Первую вакцинацию получили 143 468 человек, в том числе 34 893 гражданина старше 60 лет. Также продолжается у нас и вторая вакцинация граждан. Необходимо обратить внимание, что сегодня основной задачей является вакцинация, в связи с чем изданы соответствующие постановления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, а также непосредственно внутренние акты локального характера по всем учреждениям и ведомствам республики. Обязательность вакцинации предусмотрена сегодня в ряде учреждений, которые являются учреждениями, которые непосредственно связаны с людьми. Необходимо обратить внимание на то, что основными очагами в нашей республике, особенно в городе Якутске, остаются предприятия небольшого объема. И, соответственно, именно корпоративные очаги являются затем в последующем разносчиками, очагами для, соответственно, семейных очагов. Учитывая составы наших семей, количество заболевших увеличивается. Единственным способом сегодня предотвратить, остановить эту ситуацию может быть лишь только вакцинация. На настоящий момент на медицинских койках Республики Саха-Якутия в реанимационных отделениях находится порядка 70 человек. Необходимо все-таки более трепетно относиться к своему здоровью и, соответственно, помочь сегодня врачам справиться с этой ситуацией.